Ассаламу алейкум, друзья! В эфире интеллектуально-познавательный телеигра «Эрудит» и я ее ведущий Рамзан Абуев. Сегодня в кресле игрока у нас победители двух всероссийских конкурсов, флагманы образования «Муниципалитет» и педагогический дебют Ярари Изнауров. Расскажи, пожалуйста, про эти конкурсы. Это конкурсы из сферы образования, касающиеся образовательной среды. И первый конкурс, в котором я участвовал, это был педдебют в 2020 году в номинации «Молодые учителя». Это была очень конкурентная среда. Среди всех номинаций именно номинация «Молодые учителя» была самая конкурентная, было очень много конкурсантов, и все-таки мне удалось показать какие-то свои компетенции, которые впечатлили жюри, и они меня выбрали в качестве победителя. Второй конкурс «Флагман образования муниципалитет» это больше относится к управлению образования, то есть это те, кто непосредственно вовлечены в процесс принятия решений, касающихся образования. И более 1600 команд управленческих из разных муниципалитетов со всей России участвовало в этом конкурсе «Флагман образования муниципалитет». И на этом конкурсе сначала был заочный отбор, а потом уже тоже через два сита было. Полуфинал и финал. Полуфинал прошел в Москве летом в прошлом году, и финал мы отобрались, наша команда отобралась. Департамент образования мэрии города Грозного. Я как замдиректора шел в рамках этого конкурса. И уже в финале в прошлом году в Пятигорске мы вошли в пятерку лучших и тоже смогли достичь этого, мне кажется, значимого достижения, успеха. Значимого и прекрасного, на самом деле, результата, Ярари. Да. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты работаешь учителем и вообще, что самое сложное в этой работе? Учителем я работаю с 16 года, нет, с 15 года. С 15 года, уже 8 лет получается. Я не учился на учителя, то есть я не выпускник педагогического вуза, то есть я учился на юриспруденции, как обычно, да, наиболее распространенные Традиции. Да, традиции, да. И, в 2015 году, уже будучи молодым человеком, все-таки решил попробовать себя, может быть, получится, может быть, найду ту стезю, то направление, которое мне понравится, меня впечатлит. И вот уже 8 лет. А что самое сложное? Наверное, подготовка к урокам. Вот эта вся рутина, вся вот эта бумажная морока, да, так скажем, вот эта необходимость соответствовать всяким нормативным требованиям, касающихся предварительной подготовки, прежде чем зайти на урок. А сам урок, урочный процесс, работа с детьми – достаточно интересный, познавательный процесс. Понимать, что ты влияешь на души, умы ребят, молодых людей, девочек, мальчиков, это, мне кажется, очень благое дело, и твоя роль в жизни этого ребенка может быть даже решающая, определяющая их судьбу, хотя, конечно, звучит высокопарно, но многие выпускники, уже несколько поколений, да, они достаточно позитивно обо мне отзываются, и, думаю, какой-то след я в их жизни оставил. Какого принципа вы вообще придерживаетесь взаимоотношений с учениками? Да? Надо уважать ребят, надо уважать их личности, все-таки чувствовать их, даже если они не особо успешны именно в освоении моего предмета, проявлять к ним деятельный интерес. И в первую очередь, конечно, уважение и понимать то, что это ребята, это личности. Мне захотелось пойти снова в школу и побывать на вашем уроке. Давай на этом сейчас перейдем к игре, если вы готовы. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Наверное, я выберу первые 2, первые 2 варианта, потому что третий вариант не уверен, что у меня получится дозвониться, потому что бывают всякие казусы. Могут не взять. Да, 50 на 50 и право на ошибку. 50 да, на 50 и право на ошибку. Да. И наш первый вопрос звучит так. Чем преимущественно представлено устное народное творчество чеченцев? Нарским эпосом, калевалой, пословицами, бардовскими песнями. Чем преимущественно представлено народное творчество устное чеченцев? Так, я, наверное, откажусь от бардовских песен. Что-то я не слышал, чтобы у нас особо была распространена бардовская культура, народное творчество. Или все-таки оставить? Так, надо подумать. Пословицы. Тоже какие-то у меня сомнения закрадываются по поводу пословиц. Либо нарский эпос, либо калевалы. Пусть это будет нарский эпос, Рамзан. Калевал — это вообще
Незнакомый, да? Да, что-то... Преимущественно устное народное творчество представлено нарским эпосом. Абсолютно верный ответ. Истоками возникновения, в том числе чеченской художественной литературы, является богатое устное творчество, нарский эпос. На наш фольклор оказали влияние исторические пережитые процессы, а также взаимосвязи с другими кавказскими художественными традициями. И, безусловно, вот этот фольклор он играет колоссальную роль в становлении личности. Второй вопрос. Из чего делалась бурка? Из волчьей шкуры, из шкуры медведя, из шкуры норки, из овечьей шерсти. Так, из чего делалась бурка? Я уверен, что не из шкуры норки. Из волчьей шкуры, учитывая то, какой культ в отношении волка у нас в нашей культуре, тоже я не думаю, чтобы было такое потребительское отношение к волку. Либо из шкуры медведя, либо из овечьей шерсти. Овечья шерсть, такой специфический запах бурки у меня всплывает в моей памяти, представление вот это, да? Пусть это будет из овечьей шерсти. Из овечьей шерсти. Ответ принят. Основой для производства бурки является овечья шерсть, которую валяют войлок. Абсолютно верный ответ. Затем бурку расчесывают специальной гребенкой, взбивают шерсть на поверхность и венчиками из высушенных корней трав водят по войлоку, чтобы отдельные ворсинки образовывали крохотные косички. Именно они делают бурку непромокаемой. И после этого бурку проклеивают и прошивают крепкими нитками и окончательно придают ей силуэт плаща. Бытность студентом в Казани, я участвовал в нескольких культурных мероприятиях, мы надевали эти бурки и участвовали в этих. Дом дружбы народов, там было такое учреждение, и укрепляли, интегрировали, да, связи между народами многонациональными в Казани, мне вспоминается. И третий вопрос. В честь кого назван Российский исламский университет в Грозном? А. Шейха Мансура. Б. Шейха Али Митаева. С. Шейха Дени Арсанова. Д. Шейха Кунта Хаджи Кишиева. Да будет возвышена его святость. Так, Российский исламский университет в Грозном. В самом центре. Да. За мечетью. Так, Шейха Мансура уверен, что нет. Ну, если исламский, да, то здесь понятно, что здесь религиозный момент присутствует, он определяющий. Но шейх Мансур же тоже был в целом, как он начинал-то как религиозный деятель, хотя потом у меня уже... как историку все-таки больше превалирует его политическая роль, Да. его участие в освободительном движении. Ну, безусловно, я согласен, то, что да, шейх Мансур, конечно же, очень важная фигура в истории нашей республики, нашей истории как религиозный деятель, да. Мне кажется, больше шейха Кунта Хаджи Кишиева, поскольку его роль, шейха Кунта Хаджи, его миссионерская деятельность оставила неизгладимый след в истории нашей истории, и выделить его как и назвать его именем, мне кажется, было бы более правильно. Шейх Кунта Хаджи Кишиева. Ответ Д. Российский исламский университет носит имя Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Он начал свою историю с 2009 года. Университет осуществляет образовательную деятельность по религиозному и светскому направлениям. Это один из немногих вузов в стране с религиозным профилем обучения. Четвертый вопрос. Какая классификация башен верна? Жилые, боевые, полубоевые, двухэтажные, трехэтажные, боевые, каменные, кирпичные, деревянные, высокие, средние, сигнальные. Так, мне кажется, учитывая то, какую функцию выполняли наши башни, да? Какую функцию они выполняли и какой функционал за ними закреплялся, мне кажется, более приближенным к верному ответу является ответ под цифрой, под буквой А, да, под буквой А, жилая, то есть жилая, боевая и полубоевая. Если честно, полубоевая мне не вспоминается, такой терминология не вспоминается, но жилая, боевая мне что-то близкое, что-то знакомое, да? Жилая, боевая. Все-таки я выберу вариант А. Рамзан, если вы будете настаивать на ином ответе. Нет. Это мое решение, да? Ответ принят. Чеченская башенная архитектура активно развивалась в средние века. Их использовали для проживания и оборонительных целей. Некоторые совмещали обе функции. Классификация башен на жилые, боевые и полубоевые будет верным. Абсолютно верный ответ.
И пятый вопрос. Кто является автором поэмы «Солнце победит»? Абузар Айдамиров, Арби Мамакаев, Магомед Сулаев, Халид Ашаев. Солнце победит. Так, здесь у меня, если честно, чуть-чуть ступор. Право на ошибку. Либо 50 на 50, да? Но мне более предпочтительно выбрать, мне кажется, 50 на 50, поскольку право на ошибку, оно на более поздней стадии игры, мне кажется, было бы более актуальным использовать этот ответ, хотя... Я вообще не настаиваю ни на каком выборе. Так, Рамазан. Солнце победит. Вот солнце, как в творчестве солнце, или как никак это не связано. У меня вот либо я склоняюсь либо к Абузару Айдамирову, либо к Арби Мамакаеву. Давайте все-таки выберем 50 на 50, а уже потом будем... То есть вы склоняетесь между Абузаром Айдавировым и Арби Арби Мамакаевым. Мамакаевым, да. 50 на 50. Да, 50 на 50. Выберите два неверных варианта ответов. И это С или Д. Стало гораздо сложнее, если честно. Магомед Сулаев или Халид Ашаев. Честно говоря, не знаком с творчествами этих чеченских писателей. Тут придется действовать по наитию, как говорится, да? Давайте выберем вариант Магомед Сулаев. Магомед Сулаев. Да, Чисто интуитивно. да, чисто интуитивно, Ответ принят. чистое наитие. Да? Магомед Сулаев в 1943 году создал первое крупное произведение поэму «Солнце победит», посвященную герою Советского Союза Ханбаше Нурадилову. Абсолютно верный ответ. Обязательно нужно прочитать. И шестой вопрос. Назовите один из методов, с помощью которого в старину определяли благоприятность выбранного места для строительства жилища. А. При помощи домашнего скота. Б. При помощи кошки. С. При помощи кувшина с кофе. Д. На выбранном месте не должно было быть желтой глины. Рамзан, вот если я не выберу возможность права на ошибки до озвучивания ответа, у меня получается, я сгораю, да? Да, То есть предварительно нужно да, сослаться обговорить. на это, да? Да. Так, при помощи кошка. Как может кошка помочь при выборе места? В общем, домашний скот мне никак не возникает у меня никаких мыслей по поводу домашнего скота, как это может помочь выбрать место. Кошка, либо кувшин с кофе. Кофе. Так ли был у нас распространен кофе в нашей культуре в то время? Имеешь в виду, был распространен? Да, был ли он распространен? А, это вопрос. Да, вопрос. Кофе. И сразу Эфиопия вспоминается. Нет, кофе я, пожалуй, не буду выбирать. Этот ответ более уместен через 100 лет, когда будут задавать, там будут рассказывать, что в каждом переулке Грозного есть вот эти машины с кофе. Да, кофешопы. Да, кофе нет, все-таки нет, я не выберу. Домашний скот мне тоже как-то не очень, не нравится мне этот ответ, он никак не, я не могу его объяснить. Либо глина, либо кошка. Но учитывая роль религии, мифологии в тот период, То это кошка. да, то Но это же получается Древняя Греция уже. либо Философия Египет, да? Да, Египта, это же и Ага, чеченцы, это же совсем Другое, да, да, разные миры. ага. Так, скот, либо глина. Ну, давайте я буду ориентироваться больше к более житейским, более повседневным вещам, и то, что наши предки исходили из практичности и прочности, и устойчивости башни, да, если исходить из этого критерия, то, я думаю, вариант Д, Вариант Д. то, что желтая глина, получается, это место будет устойчивым, пригодным для строительства Ты башни. имеешь в виду, на желтой глине должно быть, наоборот, устойчивее башня. Ну да, получается так. Но здесь же говорится, на выбранном месте не должно было быть. Не должно быть. Так, ну получается только получается при помощи домашнего скота, потому что ну, скот, то есть понятно, что у нас это фермеры, это сельское хозяйство, доминирующее занятие в тот период, да, и исходя из этого практического
выбора, из этого практического момента наши предки, соответственно, выбирали место для строительства жилья, в первую очередь учитывая то, что они смогут ли они разводить и заниматься сельским хозяйством, разводить скот. Ответ А. Да, ответ А. Ответ принят. Строительству башни предшествовали определенные действия. Сначала с помощью домашнего животного проверяли в кавычках чистоту места, выбранного для возведения башни. К месту строительства пригоняли домашние животные, например, быка. Если он вечером укладывался на этом месте, то оно считалось благоприятным. Абсолютно верный ответ. Или же на ночь укладывался спать хозяин, и если он видел благоприятный сон, это тоже считалось хорошим знамением. Затем приносили в жертву животные, часто овцу, но зажиточные семьи могли и быка. Кровью жертвенного животного окропляли основание, произносили молитву, и уважаемый в селении человек, обладавший, по мнению односельчан, в кавычках «счастливой рукой», прикасался к укладываемому основанию первому камню и благословлял начало работ. Такая вот философия, конечно, Очень интересно. наших предков. Это интересно. Седьмой вопрос. Как упоминаются в персидских источниках 13-14 веков наши предки? Долгане, Сасаны, Гаргареи, Нахчаматяне. Здесь 100% придется воспользоваться правом на ошибку. Да, право на ошибку, Рамзан. И давайте уже рассуждать. Сасаны. Персидский Иран. Это торговля, скорее всего, купцы. Либо послы. Но послы нет. Послы, взаимодействовавшие с Русью Киевской, через Кавказ они добирались. Долгане, Гармии. Локации, какие-то локации. Тоже никак не помогает. Нахчаматьяне. Мне кажется, что выдумано это Нахчаматьяне. Что-то не склоняюсь я к этому ответу. Выдуманные. 3 варианта из этих ответов. На самом деле в разные периоды разные народы так называли чеченцев. Ага. 3 народа. 3 разных источников. То есть, Да. Угу. Так, Рамзан, ну здесь чистое наитие, не знаю. Пусть будет вариант Б. В. Сасаны. Ответ Б. Ну, В, да, В, A, B, да, Б. Ответ принят. Этноним чеченцы впервые упоминается под названием «народ сасанов» в персидской летописи Рашида ад-Дина в контексте войны с татаро-монголами. Рашид ад-Дин – это персидский государственный деятель, врач и ученый-энциклопедист, министр государства хулагуидов. Абсолютно верный ответ. И мы плавно приближаемся к финалу. 8-й вопрос. С каким регионом Чеченская республика граничит на востоке? С Северной Осетией, со Ставропольским краем, с Дагестаном, с Ингушетией. Немного географии. Рамзан. Ну, если вспоминать карту, то на севере мы граничим, в северо-западе мы граничим с Ставропольским краем. Осетия – это, ну, как бы между нами, между Осетией и Чечней на западе получается у нас Ингушетия, и вот наверху чуть-чуть получается Осетия, еще чуть-чуть Моздоком мы граничим. И на востоке практически полностью вот это все вся восточная граница у нас с Дагестаном. Да, там еще после Каспий. Я склоняюсь больше к ответу С, вариант С, ответ Дагестан. Ответ Дагестан. Ответ принят. Чеченская республика граничит с такими субъектами, как на западе с Ингушетией, на северо-западе с Северной Осетией и Ставропольским краем, на востоке с Дагестаном, а на юге регион граничит с Грузией. Абсолютно верный ответ. И Помог 9-й. опыт поездок на Каспий. Да. 9-й вопрос. Кто из ниже перечисленных досоветских ученых писал о адатах горцев? Федор Леонтович, Анатолий Галактионов, Евгений Вейденбаум, Умалат Лаудаев. Досоветские ученые. Это у нас, получается, царские Да, да. исследователи, краеведы, наверное, те, кто были вовлечены в процесс освоения Кавказа. Да, кавказоведы. Да. Федор Леонтович, вот если вот рассуждать, Федор Леонтович, ВИЧ, то есть здесь 100%, я уже воспользуюсь правом на ошибку, Рамзан, тут без этого никак. Да, справа на ошибку. Право на ошибку И пусть будет
Так, ну пусть будет Евгений Вейденбаум. Просто наугад. Просто наугад. Ответ принят. Федор Леонтович, доктор права, ректор Императорского Новороссийского университета, сборник Леонтовича «Отдаты кавказских горцев» занимает особенное место в истории Кавказа, так как в нем подробно описаны в обобщающей форме материалы обычного права, обязанности, наказания за уголовные преступления, семейные и наследственные отношения, а также особенности судопроизводства. Впервые вышло в печать 1883 года. Это неверный ответ, но благодаря подсказке вы идете дальше. Как вы думаете, про что будет финальный 10-й вопрос? Даже нет мыслей. Что-то про культуру, может быть? Про культуру. Про культуру что-то. Верно. Ага. Кто написал музыку к стихотворению Магомеда Дикаева «Каждая приближающаяся ночь»? Рамзан Паскаев, Али Демаев, Аднан Шахбулатов, Умарбек Султанов. Ну, все эти люди, безусловно, выдающиеся композиторы. Али Демаев вообще Да, это выдающий. 2 недели назад отметил 70-летие. Гала-концерт. Позавчера был, да, сольный юбилейный концерт. Да. Статус видел, так. Рамзан здесь, наверное, тоже придется гадать. Честно говоря. Ничего не приходит на ум. Так, учитывая, что в прошлый раз вариант А был верен, если исходить из этой логики, то пусть будет Умарбек Султанов или Али Демаев. Ну, пусть будет Умарбек Султанов. Умарбек Султанов. Умарбек Султанов. Что-то мне больше нравится вот эта версия. Объяснить логически свой выбор я не смогу, Рамзан, но пусть это будет таким венцом моей сегодняшней игры. Верно или неверно, это уже другой вопрос. Но я выберу вариант Д, Умарбек Султанов. Да. Ответ Д. Это окончательный ответ? Да. Поэт Магомед Дикаев не написал песни, но его стихи сами напевались, и многие из них сразу же становились популярными. «Махалстаг юхаткан юртати наду». По смыслу содержания песни «Мялёру бюса», «Калина йору» нетрудно догадаться, что здесь ноты душевных струн автора. И мелодию на этот стих написал заслуженный артист России, композитор Рамзан Паскаев. Немного, чуть-чуть неверный ответ. Написано в начале 70-х годов прошлого века. Первый исполнитель Султан Магомедов, потом это произведение исполняли Сулейман Такаев, Ваха Берсанукаев, Хусейн Саламов и другие. Я не хочу мне говорить, кажется, я добрался до... Да, я не хочу говорить, что, в принципе, что вы проиграли, поскольку дойти до 10-го вопроса, это же... Большое достижение. Да. Условие того, что все эти вопросы с разных сфер, Области, направлений, и при том, что вы играли один. Да. Ну, учитывая, что я давно не вел... У меня был кружок раньше, это в начале своей учительской деятельности, связанный с краеведением, но многое запамятовал, если честно, и для меня это было больше проверкой себя, своих знаний. И, Рамзан, я вам благодарен за приглашение на игру. Я получил массу позитивных эмоций. В первую очередь, это была проверка себя. Конечно, хотелось бы выиграть, но это не квинтэссенция этой игры, мне кажется. И то, что вы продвигаете, то, что вы пропагандируете, важность формирования чеченской идентичности, знания нашей истории, нашей культуры, быта, нравов, наших традиций. Мне кажется, это очень важно, то, что вы продвигаете в массы и в деле социализации подрастающих поколений, формирования идентичности нашей национальной чеченской, очень важную. Спасибо, что принял приглашение, пришел. Я горд, что вы дошли до 10-го вопроса. Прекрасный результат. Дала тубой хакада. Дала тебя объективе. Спасибо. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудить», и я ее ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адикюэл Маршойл.